Добрый вечер, хайырлы акшамлар. В среду на АТР Мызмызлар. У нас небольшая ротация. Сегодняшние ведущие Снова я. Мавиля Халил. И наш сегодняшний гость Ахтем Сейтаблаев. Кинорежиссер, театральный режиссер, театральный актер, киноактер. Киноактер, да. Были. Салам алейкум. И Добрый сразу первый вопрос. Крымско-татарское кино будет или не будет, цель или мечта? О, как пафосно. Ух ты! Мы умеем задавать вопросы. Значит, первый подпункт. Будет Аллах смеце. Аллах смеце, иншаллах, олар. Будет. Это и мечта, это и цель. Просто цель имеет определенные сроки обычно. Мечта же остается обычно мечтой. Хороший вопрос, да. Актерский век короток, поэтому, конечно, очень хочется, чтобы, ну, как говорят, да, чтобы ложка была к обеду. Вот. Но Это же вопрос не как к актеру, кажется, да, а как к режиссеру. вы знаете, если будет крымско-татарское кино, на что я очень надеюсь, я хотя бы мне хочется пройти где-то там на третьем плане, хотя бы на третьем плане, чтобы сказать, Это, это большая, где у нас камера работает? Это большая неправда, это ложная актерская скромность, это будет не третий план. И вообще мы можем об этом говорить или не можем еще? Что есть какие-то конкретные идеи? Хотя вот 5 лет назад, помнишь, было у нас интервью для «Полуострова», Да. где конечно, помню. мы говорили о том, я уже запутался. Давайте Мы на говорили «ты», если вам не сложно. Да, ты говорил, что для тебя хотелось снять вот такое кино, как «Храброе сердце». Вот Да. что-то из этого, вот это был такой ориентир. И после этого интервью, я помню, мы разговаривали с лидером Безумкром Абдураманом Игизом, был дублирован он на крымско-татарский язык, много раз прошел, это первый был дубляж такого, да. В этом все поучаствовали вообще, чуть ли не все крымские татары, театр, АТР, и посмотрели его все. Замечательно. Вот это было с твоей подачи, вот что кино должно быть вот такое. Сейчас какие мысли? Вот ну, на самом деле, я просто хочу сделать алаверды, потому что, собственно, это было не с моей подачи, а с твоей. Потому что, ну, без того, чтобы это увидело света на страницах средств массовой информации, в данном случае газеты «Полуостров», ну, наверное, ничего бы и не было. Хотя у меня есть личное ощущение, как у человека, ну, во-первых, занимающимся этой профессией, да, и просто как у человека, как у крымского татарина, у меня есть ощущение, что вот такие вот настроения, что ли, такие мечтания, такие мечты о кино, о великом кино, ну, может быть, не с точки зрения профессии, да, и с точки зрения там, способа съемок и так далее, а о великом кино как о великой идее, которая может, объединить народ, да, рассказать самому народу и соседям, что вот есть такой народ со своими печалями, со своей драмой, со своей Может быть, даже трагедией. не объединить, я не всегда будет понимаю. депортация или все-таки художественный? Что бы ни было, какую бы тему мы ни затрагивали, какую бы тему, будь то тема депортации, будь то тема взаимоотношений внутри семьи, потому что, ну, подчас те битвы, я не пытаюсь сейчас сравнить депортацию и ссоры, там, скажем, на бытовой почве в семье, но, наверное, ни для кого не секрет, что подчас те трагедии, драмы человеческой жизни, которые разворачиваются внутри семей, бывают не меньшего эмоционального накала, чем, скажем, какие-то исторические события, да, которые, ну, к сожалению, происходят или происходили в жизни целых народов. Ну вот в том же «Храбром сердце», ну кроме этого патриотизма, воодушевления... Есть замечательная история любви. Да, вот история, вот я об этом хочу. Да. История, это возможно вот для крымско-татарского кино снять вот историю любви, потому что и как изображать что, у любовь... крымских татар не может быть любви? Как ее передать на экране, вот на самом деле? Вы знаете, вот если мы возьмем именно «Храброе сердце», вот чем мне еще дополнительно не то что импонирует, я просто восхищаюсь Мелом Гибсоном по многим причинам. По причине того, что он сам играл главную роль и был режиссером. Это титанический труд. Ну, представьте, находиться, да, отвечать за весь процесс, быть продюсером, найти деньги, сниматься, снимать, получить Мы можем несколько предположить, Оскаров. что Ахтем сам будет главным режиссером и сам И сыграет главным главную героем. роль. Я бы, конечно, мечтал об этом, да. Мечта уже как-то оформляется в какую-то идею? Там, не Давайте знаю. закончим с предыдущим вопросом. Да. Так вот, если вы помните эту лирическую линию, да, к сожалению, его любовь погибает от рук английского лорда. Она ведь очень показана целомудренно там. Ведь постельных сцен как таковых нет. Самый, наверное, откровенный момент в любовной линии Уильяма Уоллеса, это, наверное, 2 крупных плана, когда у них происходит, преддверие близости с невесткой английского короля Эдуарда
по-моему, четвертого длинноногого, если я не ошибаюсь. Если помните, который замечательно Да. играла Софи Марсо. Вот это, наверное, был самый такой, ну, что ли, вот эротический момент. И, на мой взгляд, это было снято очень достойно, очень целомудренно и при этом очень эмоционально. Вот если мы, я не говорю, что повторим, да, но если нам удастся Сделать что-то вот таким подобное. образом сочетать на экране величайшее чувство, величайшую эмоцию, которую зритель чувствует по ту сторону экрана, и при этом все же не забывать, что ну, элегантный способ преподнести великое и сильное чувство, это, наверное, ну, вот одна из сложнейших и одна из лучших задач, которая стоит перед режиссером. перед Любовь между актерами. людьми целомудренная, любовь к родине в картинках. Так. Хорошо. Но не только в картинках, потому что любовь к родине, мне кажется, что она не только в картинках должна быть, наверное, и в поступках. И человека. вот теперь подойдем уже от философствования, как мы будем это изображать, как ты будешь это изображать. Будет ли и что это будет, и есть ли уже идея, и есть ли Есть уже ли, продюсер, может быть, который это сценарий? поддержит, или есть ли инвестор, который это Вы поддержит? знаете, ну, скажем так, я бы очень подробно про это не хотел говорить, потому что я то, что касается профессии, я немножко... Принимается. Забобоны, да? Да, забобоны Принимается. есть свои. Суеверия по-русски, да? Я- Да. я- Так, ну, Да, даже, ну, суеверия. Я говорю украинцы, да. Что Но можешь сказать? Я могу сказать, что сейчас очень плотно ведутся переговоры и консультации на уровне тритмента, событийного ряда, по которому потом пишется впоследствии более подробный сценарий. Тритмент, собственно говоря, что это? Это событийный ряд, из которого понятно, что происходит, где происходит, с кем происходит. Вот. И, собственно, по которому можно потом ну, приблизительно сделать какой-то лимит затрат. Мне очень хочется надеяться, более того, я даже верю. Я верю в то, что я наконец встретил тех людей, которые готовы оказать просто ну, гигантскую помощь Аллахсмедце вот, в создании будущего фильма. Отлично, то есть они уже есть, это уже Да. хорошо, значит, Усман, возможно, мы увидим этот фильм. Да, и, кстати, вот в интервью изданию, которым ты руководила несколько Да. лет, Несилю, Ахтем Ситаблаев сказал такую фразу, вот с чем я, не знаю, имею ли право я не согласиться, вот я не согласен. Из театра и кино я бы выбрал кино, там прозвучало. Вот так, если пришлось бы выбирать. Может быть, я неправильно сказал. То есть, ну... Я могу пояснить. Может быть, я неправильно сказал. Вот там был вопрос, так и прозвучал. Если бы пришлось вот четко выбирать. Это прямая цитата? Да, это прямая цитата. Да, вот. То есть почему кино? Или, может быть, не кино? Нет, Может, потому что в театре нельзя заработать денег. Ну, это вообще печальная история. Я имею в виду про финансовый вопрос. Это вообще печальная история, потому что ну, люди, которые... Я имею в виду не только Красноярский театр веду, да, и вообще в театральном деле у нас в Украине ну, печально обстоят дела, за исключением некоторых национальных театров, в которых все же зарплата гораздо выше, чем в театрах, которые... И то это несравнимо даже с сериальными Ну, заработками. конечно, несравнимо. Но а как выглядеть артисту хорошо? Он априори должен выглядеть хорошо. Да? Не только потому, что он одеваться должен хорошо, он должен чувствовать себя хорошо. У него в глазах должна быть, ну, как минимум, быть уверенность в том, что его детям есть что одеть, есть что есть, да, и есть куда возвращаться. Вот, это если мы говорим о зарплатах, о денежном эквиваленте затраченного труда в театре и в кино. Конечно, в кино зарплаты гораздо выше. Поэтому провинциальный театр умирает. И умирают они, и ничего в них не происходит. Или мало что происходит. Я думаю, что, наверное, и поэтому тоже. Потому что наша профессия, я абсолютно согласен с высказыванием одного моего большого друга и, я считаю, замечательного профессионала Алексея Ивановича Лисовца, что творческая профессия, в принципе, а актерская тем более, предполагает хотя бы одно из двух составляющих. Или слава, или деньги. Ну, давайте называть вещи своими именами. Человек зачем-то выходит на сцену, да? Он выходит, чтобы, ну, наверное, почувствовать это ощущение мига, да, вот этого мига, когда ты находишься, вот когда звенящая тишина в зале.
И ты понимаешь, что они молчат вместе с тобой. Или смеются, или плачут вместе с тобой, и так далее, и так далее, и так далее. Вот этот запах кулис, да, который иногда называют, это ведь именно из-за этого. Ты на какой-то миг становишься, ну, извините, властителем мыслей, Ну, в чувств. театре ты всю дозу славы получил. За Макбета у тебя была заслуженный деятель искусств Крыма, да? Нет, заслуженный За артист, Ромео. лауреат За Государственной За премии, за Ромео Коссе. За Ромео Киевская пикто- пектораль. Да, киевская пектораль. Все там уже все взято, то есть, как бы, да, в Не, театре. ну, Слава есть. Я же говорю о другом. Я говорю о том, что мы же начали с чего вопрос? С того, что почему умирают провинциальные театры. Да? только Если у человека, у артиста нет достойного вознаграждения или хотя бы того, из-за которого он не будет ежесекундно думать, что ему надо зарабатывать и соглашаться на все вокруг, или у него есть момент выхлеста, да, и действительно хорошей драматургии, хорошей работы. Он понимает, что да, он ест вот этот кусочек хлеба, доедает, да, но вот он переодевается, вечером выходит, и он король лир. Это самообман, я понимаю. Но это хотя бы некая компенсация, да, за то, что человек, несет какие-то там сложности по жизни. Ну вот- А когда нет ни того, ни другого, вот тогда это катастрофа. Тогда, если есть силы, есть возможность, есть момент удачи, да, или случая, конечно, этот человек уходит из театра. Уходит или в другой театр, или в другой город переезжает, или уходит в кино, ну и так далее, и так далее. Говоря о том, что вот заморачиваешься по поводу того, как кормить детей, расскажите о своей семье. У меня замечательная семья, у меня 4 детей, возрастом от 20... Кстати, заметьте, Вот. пожалуйста, от есть к чему 23, стремиться. от 23 лет до 2 лет и 3 месяцев. От 23? Да. Я рано начал. Сколько тебе лет? Мне, Аллах смеется, в этом году будет 40. Вот. И по именам все. По именам Анатолий, Назле, Селим и София. Вот. Круто. Кормишь всех? Я надеюсь, что они не совсем недовольны отцом, но в меру сил, Но в способностей. телесериалах ты не работаешь, да, вот в таких вот долгоиграющих проектах, которые там по 100, по 200 серий такого мыла. Вы знаете, у меня был... Нет, я буду неправ, если скажу, что я никогда не снимался в сериалах. Другое дело, что я там был по приглашению, это я могу сказать откровенно, по приглашению, потому что режиссеры, которые снимали, мы были хорошо знакомы с этими режиссерами, и у меня там были эпизодические роли, как, например, вот в сериале «Мухтар». Там у меня был очень смешной случай по этому поводу связанный. Пригласил меня Борис Николаевич, режиссер этого сериала, того блока. Вот, так там нужно сыграть татарина. Но в Киеве я знаю только одного татарина. Тебя, казанского татарина по фильму. Бизнесмена там. Ну, кстати, ты же не типичный по антропологии, в да, смысле? по антропологии. Не типичный казанский татарин? Или вообще татарин, или крымский татарин, или так. Ну, не знаю, мои киевские друзья говорят, что моя национальность, как бы, вот она вся на лицо. Вот так. Не портите нашу гордость. Саунас. Так вот, он говорит, надо сыграть татарина, слушай, приди сыграй. Там 3 часа будешь занят, сыграешь. Ну, хорошо, я пришел, сыграл, все там. вроде доволен остался режиссер. Через год звонит мне его же ассистент из этого же сериала «Мухтар». Ахтем, у нас тут, я говорю, что опять татарин? Да. Я говорю, хоть звать-то его по-другому? Да. Ну, хорошо, я прихожу. И, ужас, я захожу в гримерный цех, в гримерно-костюмерный цех, мне дают костюм, и я вдруг понимаю, что это тот же самый костюм, та же самая рубашка, те же самые брюки, тот же самый галстук. Только другой татарин. Только другой татарин. На что я разрываюсь, говорю, так я же вот... Не другой татарин, другое имя. Да, другое имя. Я говорю, как же, как-то даже я понимаю, что это... На что был гениальный ответ, конечно, огромная доля юмора в этом была, когда режиссер сказал, Ахтем, кто это помнит, кто это смотрит. Но через неделю я приезжаю в свой родной Крым, в свой родной Симферополь, рано утром, по-моему, в 9 или полдесятого утра я захожу в кафе «Маракант» позавтракать. Захожу, работает телевизор, идет сериал «Мухтар», и там я. В этом же самом пиджаке, в этом же самом галстуке. Я надеюсь, что зрители этого не заметили, но я-то замечаю.
Вот, ну, такие То есть были. у крымских татар-актеров, например, появляется возможность в таких сериалах и кино, если оно будет развиваться в Украине, играть вот роли там не только татар, да, еще вот какие-то другие роли, вот там национальных меньшинств, всех, которые нужны для кино и сериала. Вот кого? Вот у тебя самого есть опыт, по-моему, привлечения крымских татар в качестве в последнем твоем фильме, который еще не вышел. Да, да, есть такой опыт, но опять же, ну, если называть вещи своими именами, есть антропология, да, есть все равно, ну, было бы странным, да, скажем, ну, не знаю, вот есть в Крымско-Татарском театре замечательный артист Ильдар Джалилов. Ну, вот у него вот такая уникальная внешность. Он очень смуглый, да, у него кучерявый волос. И так, ну, может быть, человек, который не знает, просто у меня был опыт, когда Ильдар замечательно играл Моцарта в спектакле, в моем же спектакле «Браво, Амадео». У меня спрашивали, а почему этот негритенок играет Моцарта? Это спрашивали мои друзья киевские, которые случайно попали на спектакль. Вот, Сальери играл Марлен Османов, а Моцарта играл Ильдар Джалилов. Я говорю, извините, это не негритенок, это крымский татарин. Но он вот такой. Мы вообще разные. И вот у меня в «Чемпионах из фильме, подворотни», да? в фильме «Чемпионы из подворотни» как раз, ну, в фильме очень большой удельный вес футбола. Ну, и вы же понимаете, как производственники, как люди, работающие на телевидении, и совершенно четко понимающие, что ну, это очень дорого привезти из Португалии футбольную команду или португальцев, которые будут играть. Да, собственно говоря, и незачем. Да, и незачем. Поэтому вот у меня в фильме, например, сборную Португалии играли замечательные крымско-татарские футболисты, которые играют во второй лиге в футбольной команде «Сураж». В Судаке. И я считаю, что они очень достойно справились со своей задачей, потому что они, ну, они, во-первых, хорошо играют в футбол. На португальцах каких-то Акцентировали? чистокровных отработали, похоже, не спрашивали? Вы знаете, ведь они тоже разные, португальцы. Есть красавчик Криштиану Роналду, да, и есть, ну, я не буду называть имени, но и есть совсем не красавцы португальские А с футболисты. языком как они там, на каком? На судакском, крымско-татарском? Хороший вопрос, да. Но у меня нет внутри этих футбольных матчей, потому что они достаточно динамично развиваются. Не при португалке будет сказано. Да, и нет там для них, для футболистов, я имею в виду играющих, внутри кадра нет момента, где молчат. Нет, они выражают свои эмоции. Другое дело, что мы наложили потом по ходу уже постпродакшна, когда мы доводили чистовой звук и так далее, мы, конечно, наложили некоторые фразы португальские. Что-то снималось в «Судаке». Что снимали в «Судаке»? Как «Судак» появится в фильме? Ну, И когда? Да, и когда. Ну, огромный кусок снимался. Во-первых, мы в «Судаке» снимали Италию. Прелесть. Да, Италию. И я так проверял очень часто, очень много, вернее, проверял на своих друзьях, опять же, на тех, кто хорошо знает Крым, узнают ли они Крым. Но те, кто действительно досконально знает Крым, те узнают там по линии, по прибрежной линии. Те, кто как бы бывали в Крыму, но знают его недосконально, поверили, что это город Лазара на юге Италии. Тем более, что мы решили подойти достаточно скрупулезно к этому вопросу. Мы нашли город Лазара, мы искали похожую береговую линию в Италии, чтобы мы могли, ну, с достаточно большей, да, уверенностью говорить о том, что, ну, не то что говорить, а убеждать зрителя в том, что это действительно происходит на берегу моря, юг Италии, небольшой город Лазара. Вот проходит чемпионат. Лазару сняли в Судаке, и Киев тоже сняли в Судаке. Часть Киева сняли в Судаке, Почему? это правда. У нас был эпизод, и есть, собственно говоря, на фильме, где одна из героинь вспоминает свое детство. Она только что рассорилась, ушла от любимого человека и рассорилась со своим отцом. Вот, и у нее есть там момент, когда она вспоминает, эпизод, когда она вспоминает о своей семье, о ушедшей из их семьи матери, и, собственно говоря, о том, как они жили когда-то хорошо. Вот. И по ходу сюжета это должен был быть гидропарк, который находится в Киеве. Вы знаете, Труханов остров, Венецианский мостик, Венецианский залив и так далее. Но мы не нашли вот такого достаточно... Киева, да? Мы не нашли именно в гидропарке вот такого объекта или ну, такого места, где это бы смотрелось и убедительно, и по кадру красиво. Не нашли.
продюсеры не обвиняют тебя, что все это твои крымско-татарские замашки, все в Крым, все в Крым, все домой? Но на самом деле это... Это же ведет и бюджеты какие-то в Крым, соответственно. На самом деле, вот если говорить именно об этом эпизоде и еще о нескольких эпизодах, которые мы снимали под Италию, там вилла матери, которая живет в Италии якобы, стадион в Италии. Я не думаю, я уверен, что мы просто им сохранили гигантскую часть бюджета. Представьте себе, снимать футбол неделю в Италии, виллу в Италии. Мы снимали в Италии потом, мы закончили съемочный период в Риме, собственно говоря. Снимали. Финал должен быть в Италии. Да, финал должен быть в Италии. Но финал у нас таки в Киеве, потому что фильм-то, собственно говоря, о ребятах из Украины. И, собственно, мне очень бы хотелось, чтобы в финале, после просмотра этого фильма, не побоюсь этого слова, чтобы чувство патриотизма все же возникало у людей, которые посмотрят этот фильм, потому что у нас в финале звучит и гимн Украины, не в полной мере. И это было для меня таким очень сложным моментом, потому что гимн сам по себе, не только украинский, вообще гимн сам по себе, на мой взгляд, очень, с одной стороны, очень мощное оружие для эмоционального восприятия, чего бы то ни было, да, там, в данном случае фильма. И с другой стороны, если вот будет там малейшая неправда, не знаю, в монтаже, в актерах, в том, как режиссер ложная это построил. патетика такая. Да, и этот лжепафос может убить просто все, весь фильм. У меня есть ощущение, есть очень большая надежда, что мы сумели вот пройти по этой грани, чтобы, с одной стороны, это отвечало вот нашим мыслям, нашей идеи, тому, что у каждого человека есть надежда, есть право на собственное достоинство. Ахтем, вот у тебя 8-й фильм уже, и до сегодняшнего дня все фильмы это были так называемые телевизионные, да, фильмы, Да. те, которые выходили, Да, и они выходили по заказу телевизионных, да, компаний, Да, абсолютно верно, производились. Долгое время, по-моему, это был 1+1, если не ошибаюсь. Нет, да? на самом деле для Какой-то- телеканала 1+1, именно по заказу Да. телеканала 1+1 я снимал один фильм, «Операция Че Гевара». Это именно вот было производство телеканала 1+1 и по заказу, и инвестирование телеканала 1+1. Все остальные фильмы, начиная вот с дебютного «Квартет для двоих» и ну, сейчас «Чемпиона» мы не берем, потому что это отдельная история. Я снимал или по заказу телеканала РТР российского, или по заказу ОРТ. Расскажите о своем режиссерском дебюте «Квартет для двоих». Этот фильм снят, собственно говоря, по пьесе замечательного драматурга украинского Анатолия Исааковича Крыма. Вот. Пьеса, понимаете, это достаточно камерная история, 4 персонажа всего. Вот. Но мне она понравилась. Мне она понравилась тем, что о непростых взаимоотношениях мужа, жены, любовников или людей, которые нарушают привычный ход Но это этой все-таки жизни. больше ориентир на женскую аудиторию. Конечно. А вообще телевидение, это мое глубочайшее убеждение, 80% это ориентир на женскую Что часть. тогда критерий успеха в телевизионных фильмах? Если это прокатное кино, там есть кассовый сбор, да? Провалилось, поднялось, там подняли, провалили. Что здесь? Рейтинги, доли? Да, вы сами ответили на вопрос. Для продюсеров и для руководства канала, конечно, в первую очередь, это рейтинги и доли. Потому что это расширение рекламного пакета, который у нас есть фильм, например. Можешь честно сказать, что из этого провалилось из того, что ты делал, что окупило себя? Или все окупилось? Или все я, во-первых, не знаю, я не знаю, как они считают, окупилось, не окупилось. Я могу только вилки ценовые сказать, что фильм вот такой-то стоит, вилка вот такая. А потому что все остальное это коммерческая тайна, в которую режиссеров, если он только не является сопродюсером, собственно говоря, не посвящает, то, собственно говоря, режиссерам это не нужно знать. Но режиссеру приятно знать, что, например, тот или иной его фильм прошел, например, с долей 33,6. Вот как один из моих фильмов «Темные воды» на телеканале РТР. Я сразу зрителям скажу, доля 33,6 это много. Это как талант-шоу на СТБ примерно. Вот это хорошая доля. Да, абсолютно верно. Вот. Это когда каждый третий смотрящий телевизор смотрит именно эту фильм. Да, программу, абсолютно да. верно. Вот. Может, хватит о цене? Давайте... Нет. А с «Квартетом для двоих», если Дело в том, что как говорить, только мы перейдем к крымско-татарскому кино, там начнут тоже очень много читать. И поэтому у меня следующий вопрос. Правда ли, что в этом жанре телевизионного кино у режиссера очень мало прав, очень сильно вмешиваются продюсеры, производители, те, кто дают деньги, и что режиссер не главный на площадке, и вмешательство есть вплоть до
сценариев, актеров и всех этих моментов. Вот как бы можешь немножко рассказать Я могу эту сказать, сторону? да, я, наверное, обобщающий анализ, наверное, сделать не смогу, потому что, ну, просто не имею права, по одной простой причине, у каждого случается по-разному. Но, как говорят, и оно, собственно, находит свое подтверждение в практике, вот о продюсерском кино, да, о чем вы сейчас сказали. На моей практике наше сотрудничество, иногда очень эмоциональное, иногда непримиримое с продюсерами, происходит, собственно говоря, на двух этапах. Это этап вот, разработки сценария и этап финализации, когда уже фильм ну, вот, почти смонтирован, или когда ты монтируешь фильм, отдаешь рабочую версию, и вот там начинаются уже какие-то... А какой был самый большой бюджет, который осваивала твоя съемочная группа? Сейчас скажу, 1 200 000 долларов. Это последний? Да, это вот чемпионы. Чемпионы. Да. «Осенние цветы» 820 тысяч долларов. А если речь идет о прокатном кино, то, которое надо показывать в кинотеатрах, там меняются эти... В зависимости от сценария, знаете. Ну, конечно, прокатное кино стоит гораздо дороже по разным причинам. Потому что это Dolby, потому что это, как правило, прокатное кино, как правило, да. Вот для меня лично прокатное кино, я очень долго рассуждал над этим, что является прокатным кино. Да? Вот мне непонятно, какой критерий Потому того, что, чтобы оно появилось в кинотеатре. да, потому что... Вот что нужно делать тебе, как вот ты снял, да, нашлись инвесторы, деньги снял, и как, чтобы оно появилось в сети кинотеатров, да, как, чтобы Ну, оно попало ну, если говорить о механизме, Да, просто да. о технологическом механизме, то, насколько мне известен этот процесс, ты снимаешь фильм, и, например, или на этапе, скажем, какой-то части фильма, так называемого трейлера, да, смонтировано там 10 минут, 5 минут, там, 7 минут, ты приходишь к дистрибьюторам, так называемым посредникам, да, те, которые потом будут разговаривать с прокатчиками, хозяевами кинотеатров и предлагать, вот есть вот такой вот трейлер, да, вот люди как работают, вот такая тема, вот такая идея, интересно ли вам будет впоследствии взять это в прокат, например, есть такой путь. Они говорят, да, окей, такие артисты там играют, не знаю, там, Роберт Де Ниро, там, Богдан Ступка и так далее, например, имена, да. Есть другой вариант. Ты снимаешь фильм и рискуя, да, вот уже ты снял фильм, все смонтировал, как ты посчитал его нужным, и идешь, опять же, или к дистрибьюторам, или напрямую к прокатчикам, и вот там уже начинается история. Если прокатчик понимает, что да, это пойдет, он берет это, потому что, ну, там же, извините, прокатчик тоже зарабатывает, и дистрибьютор тоже Я просто зарабатывает. хочу узнать, какие у тебя амбиции в кинематографе? Ты хочешь снимать, вот ты сейчас снимаешь несколько лет уже коммерческое такое кино для Да. телевидения. Ну, Возможно, собственно говоря, только коммерческое. коммерческое. Важно ли для тебя вот эти вот венецианские, берлинские, каннские фестивали, где очень часто, по-моему, Безусловно. некоммерческое кино? Безусловно, безусловно. Я вам приведу один пример. «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино, которое даже не взяли на «Оскар» по причине того, что очень много криминальных, скажем так, ну, в некоторых эпизодах даже воспевания, ну, там, он так вкусно снял, как герой Джона Траволты собирается колоться, да, что, ну, так как-то это попахивало даже таким пиаром, собственно говоря, этого дела, да. Он получил в Каннах «Золотую пальмовую ветвь». И Европа узнала об этом фильме. Но, правда, Европа узнала об этом фильме не только по самому фильму, еще Харви Вайнштейн, продюсер этого фильма, он поверил в то, что это может быть. Может быть. И плюс к этому просто гигантский коммерческий успех. Фильм при бюджете, по-моему, если я не ошибаюсь, там 14 миллионов, заработал на сегодняшний день уже около 300. И он до сих пор продолжает приносить доход. Фестиваль, я думаю, что для любого режиссера, для любого творческого человека, это, с одной стороны, ведь бывает и наоборот. Бывает, что фильм катастрофически проваливается в прокате. Вот не идет на него зритель. А получает множество наград. Вот множество наград. Потому что, например, вот фильмы Сакурова, да, гениального российского режиссера, в принципе, в прокате, особенно российском и постсоветском, они проваливаются в прокате. Это вот «Дни затмений», которые... Да, например, вот да, про да. Хирохита, да, про «Последнего императора», там, и так далее, и так далее, и так далее. Они в прокате на постсоветском, там вот «Молот», да, «Молох», вернее, «Солнце» про императора Хирохита.
проваливаются. Но при этом собирают целое просто, ну, созвездие призов. И люди, которые смотрят, имеют отношение, я там в том числе, я понимаю, что это действительно явление. Ну тогда за такое кино кто-то должен платить. Вот, Конечно. чтобы позволить себе это искусство, Конечно, кто? конечно. Это Ну а должен возьмите быть театр, любой театр, существующий, практически. друзья, жена, муж, то есть Инвестор, вот, Инвестор, да. платить. Но фильмы Сакурова очень хорошо при этом. У них очень хорошая прокатная история на Западе. Потому что вот Запад любит такие фильмы, Западная Европа, Америка, они любят такие фильмы. Может быть, это из-за того, что у них в бытовой жизни, ну скажем так, гораздо лучше, и поэтому им хочется вот залезть туда, да, залезть в глубины души, посмотреть вот другое кино. Не блокбастер, да, в котором достаточно все понятно. Все, стоп. Телевидение ориентировано на женскую аудиторию, поэтому вопросы о цене закрываются. Какую роль хотел бы сыграть Ахтем Ситаблаев? Очень много есть ролей, которые не сыграны, о которых я мечтаю. Например? Ну, например, я бы очень хотел сыграть Нерона. императора. Да, если говорить о театральной работе. Если говорить о кино, Почему не Рона? Вот очень меня интересует- неоднозначная личность. Очень неоднозначная. Высокообразованная, интеллектуальная, великолепно знающая литературу, философию. Театр у него учителем был Сенека. И при этом тот, который сжег Рим, совершенно справедливо, наверное, полагая, что Рим превратился к тому времени в такой просто, ну, второй Содом и Гоморру, и по-своему совершенно справедливо полагая, что такой город не имеет, люди, живущие в этом городе, не имеют права на существование, при этом чрезвычайно жестокий, очень часто и больше всего несправедливый. То есть, ну, если мы говорим о драматургии, если мы говорим о персонаже, о таком неоднозначном, да, вот что хотелось бы воплотить или кого, то вот, наверное, вот такого персонажа, потому что это всегда интересно для актера. Сыграть вот такую вот тесситуру от доброго, наивного, во все глаза и во все уши слушающего своего учителя Сенеку мальчишки до безумного, жестокого властителя огромной Если империи. наша женская аудитория интересно, что бы ты хотел сыграть, мне все-таки интересно, что бы ты хотел снять. Я очень И- мечтаю снять, очень мечтаю снять. Мы возвращаемся к началу нашего разговора. Я просто этим живу. Вот несколько лет, и я очень хочу снять крымско-татарское кино. Вот, ну, снимешь ты его. Да. Вот это будет один фильм такой, это будет, ну, это же не будет финалом Я очень сметуса твоего Карьеры, твоей да? режиссерской Да, карьеры. я очень надеюсь, что это будет этапом. Это будет началом То есть, крымско-татарского кино. извини за слово, если с тобой слово. Если- Меч да. должно быть в крымско-татарском кино, наверное, много, да? Вот, Да, это должны быть, я бы- это, конечно, должны быть и сериалы. На патриотическую тематику. Вот Кстати, сериал. сериал. Да, кстати, сериал. Кстати, Сериалы, Это ура, вопрос из это чисто Фейсбука, из нашей женская- группы. Это чисто женская аудитория. Да. У нас очень много показывается турецких сериалов, которые очень популярны, в принципе, и, возможно, в какой-то степени близки нам. А крымско-татарский сериал, каким он может быть? Каким он может быть? Или какие темы могли бы быть интересны и Вы сыграли знаете, бы? ну, то, что мне кажется, это, ведь в нашем деле, я имею в виду, ну, вот, вообще в творчестве, в принципе, не может быть объективного мнения, да? Мы с этим согласны. Только Твое субъективное, твое Моё только мнение Ахтема да, Ситаблаева здесь важно. Мнение Ахтема Ситаблаева, ну, примерно такое, что, наверное, для Крыма и для, например, для тех же турков, да, было бы, наверное, интересно увидеть сериал о сегодняшней жизни Крыма, в котором живут крымские татары со своими традициями, культурой, устоями, драмами семейными, неоднозначными, скажем, взаимоотношениями с лицами другого пола. Например, она крымская татарка, он русский. Да? Ну, Ну зачем да, то есть обманывать? актуальные Зачем вопросы. обманывать? Да, то есть все то, чем сегодня живут. Такая крымско-татарская кармелита. То есть, Ну, отчасти да, На отчасти самом да. деле- Ведь сериал, кроме множества серий, да, чем лучше, вот чем мне нравятся вообще сериалы, хорошие сериалы, да, ты живешь достаточно длительный период с полюбившимися тебе персонажами, которые, ну, не просто плачут, да, там плачут, выясняют отношения долго, и там одно событие обыгрывают на территории 3 серий, сериалы тоже разные есть.
Если это хорошо выписанный сериал, он помогает тебе узнать просто людей другой культуры. Что в нашем контексте, в крымско-татарском я имею в виду контексте, ну, наверное, актуально очень сильно. Потому что телевидение как раз тот инструмент, да, через который мы можем рассказать, что мы, во-первых, есть, мы вот такие, да, вот так мы живем со своими соседями, а соседи с нами, вот так мы любим, так мы страдаем, так мы, ну и так далее, и так далее. Если И еще всё-таки- более того скажу, у нас есть уже написанный сериал. Моя сценарная группа уже написала 40 Здорово. серий законченного сериала, который у нас. На крымско-татарскую тему. И именно вот тематика, то есть, ну скажем так, спектр тем, тот, о котором я вам сейчас рассказал. Хотя режиссеры мне говорят, что мы уже должны завершать Кажется, нашу да, программу. но это У меня очень есть жаль. еще один вопрос. У меня был несколько лет назад интервью с Айдан Шенер, которая сыграла главную роль в «Корольке птички певчей», помните эту актрису. И она не снимается в сериалах в Турции, хотя Турция один из крупнейших производителей Да, сериалов. да. И она сказала, что я бы хотела сыграть, вот, когда мы ее спросили, что бы вы хотели сыграть, она сказала, я бы хотела сыграть в османской эпохе, в таком костюмированном кино, В исторической потому драме, что сейчас да. очень большое увлечение у самих турков именно османской Мухташем эпохой. Юзил — это Вот, того пример. периода. Да, вот то, что сыграли, там для нее роли пока не нашлось, там молодая плеяда актеров. Этот период, вот то, что называется Алтын Девир, да, вот ханский период, костюмированная история из этого периода, возможно ли и интересно ли на Это эту тему? безумно интересно. Это могло бы случиться. Ну, просто мы должны понимать, что все, что мы называем исторической драмой, да, исторической хроникой и так далее, это очень затратное, очень, очень сильно финансируемое мероприятие должно быть. Потому что костюмы, пошив костюм и так далее, и так далее, и так далее. Потому что вы понимаете, любая фальшь в костюме, любая бутафория будет с экрана смотреться очень плохо, и мы сделаем просто медвежью услугу самим себе. Ну, вдруг мы увидим... Но украинский рекламный рынок сегодня может позволить себе, чтобы это вышло на украинском телевидении каком-то. Такой. Ну, Или вот это пример был Роксолана. Роксолана. Да. Ну, к большому сожалению, этого режиссера нет уже среди живых, вот, поэтому, ну, я не буду говорить про работу режиссера, но мне не понравилось. Потому что, ну, вот, я не знаю, я постоянно смотрел на то, что, ну... Но это были 90-е, тогда было денег да, намного меньше. да, Сейчас это возможно? Есть ли у тебя такие идеи? Вот Есть. сейчас. Есть. Они Я уже бы- выписаны. Они набросаны в качестве тритмента. Опять же, того же вот событийного ряда, что могло бы быть. Ну, снимать весь период, например, Ханский правления это сложно. Гиреев, да, ну, это просто гигантский труд. Конечно, если за него взяться, то на этом надо посвятить, ну, я думаю, что несколько лет жизни точно. Дело не в этом. Просто надо прочитать, ведь опять же телевидение, это мы понимаем, что мы должны совместить, понять, что для нас, да. Мы не боимся инвестиций и идем, зная, что это для себя в первую очередь, да. Или мы совмещаем бизнес и творчество, тогда нужно к этому немножко подходить под другим углом зрения. Мониторить ситуацию на рынке, понимать, насколько это может быть интересно не только нашей аудитории, ну и так далее, и так далее, и так В общем, далее. без денег общем- все равно никуда. Привет женской аудитории, крымско-татарскому сериалу «Быть». И кино тоже. Это был Ахтем Ситаблаев, театральный и кинорежиссер, который пока не хочет говорить деталей будущего крымско-татарского полнометражного фильма Но который обязательно будет. «Саунс». Соус.